В Центре гигиены и эпидемиологии ежедневно принимают пострадавших от укусов клещей. Люди приходят, чтобы передать насекомое на исследование. Именно здесь проверяют снятых животных и людей клещей. Специалисты исследуют их на наличие опасных инфекций – клещевого энцефалита, боррелиоза и других заболеваний. Сначала надо провести пробоподготовку. Берем исследуемый материал. Это у нас клещ. Осторожно кладем его в пробирку и надо его измельчить до гомогенного состояния. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона 2025 года в России зарегистрировано более 82 тысяч обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. При укусе клеща вы его осторожно достаете, помещаете его в какую-нибудь пробирку, баночку с влажной ваткой, бинтом и доставляете его к нам, желательно в эти же сутки. Если нет возможности его доставить, то сохраняйте его у себя дома в морозильнике. В санэпидемстанции отмечают, случаев клещевого энцефалита зарегистрировано не было. Однако расслабляться не стоит, ведь из-за возможной миграции переносчиков инфекции сохраняется риск заражения. Поэтому меры предосторожности по-прежнему актуальны. Вакцинация против клещевого энцефалита состоит из нескольких этапов. Сначала одна вакцина, не ранее, чем через месяц вторая доза, и потом уже ежегодно это проводится. А вот конгокримская геморрагическая лихорадка, в отличие от энцефалита, представляет реальную опасность для нашего региона. Ранее уже фиксировался случай этого заболевания. В России, например, с мая 2025 года уже зарегистрировано 11 случаев. 2009-2010 год, к сожалению, летальный был случай крымской геморрагической лихорадки, по-моему, Джейрахский район. Не успели, к сожалению, поставить вовремя диагноз, и человек умер. Конгокримская геморрагическая лихорадка – это одно из самых опасных заболеваний, переносимых клещами. Специалист рассказал о симптомах этой инфекции. Температура, кровоизлияние, там различная неврологическая симптоматика, там отсутствие аппетита, апатия, депрессивные состояния, даже вплоть до параличей отдельных конечностей и всего организма. Даже вплоть до комы может доходить. Чтобы избежать укуса, достаточно соблюдать простые правила. Носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать средства, отпугивающие клещей, и тщательно осматривать тело после прогулок. Также важно проводить акарицидные мероприятия. Обычно они перед началом сезона проводятся в детских дошкольных учреждениях, покостровые, обработка этих площадей. От укусов клещей страдают не только люди, но и животные. Особенно уязвим домашний скот, который часто пасется на открытых территориях. Очень важно следить и за домашней скотиной, вовремя и осматривать, проводить ветеринарно-санитарные мероприятия, остригать, помывкой заниматься их. И при контакте немедленно обращаться в соответствующие органы. Природные условия в нашем регионе способствуют распространению клещей. Поэтому специалисты напоминают, что важно не пренебрегать мерами предосторожности, особенно в теплое время года. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.